Я жила в станице Луганск, это недалеко от Российской Федерации. Когда мы уезжали, было достаточно интенсивные боевые действия, были очень сильные обстрелы. Меня зовут Юлия Валерьевна Баранова. Я приехала в Чеченскую Республику в 2017 году и уже практически 5 лет здесь проживаю. Здесь же я получила гражданство в 2019 году. Ну и работаю по специальности. Я преподаватель английского языка. Здесь я работаю в школе учителем английского языка и преподаю детям этот предмет. Ну, что я могу сказать? Конечно, было очень тяжело поначалу, потому что надо было узакониться, сделать, конечно, документы, работу найти. Ну, с работой мне помогли. И мне помогли сделать документы, пошли навстречу представителю ФМС. Я получила достаточно быстро паспорт гражданки Российской Федерации. Но сейчас я работаю в школе. Собственно говоря, уже прижилась. Я надеюсь, что прижилась. И, надеюсь, послужу на пользу. Мой труд будет оценен. Я находилась как беженка в Краснодарском крае. Ну, к сожалению, срок нашего пребывания там был ограничен. И мне как бы порекомендовали. Необходимы учителя, есть вакансии, требуется оформление документов, скажем так, этапное оформление документов достаточно быстрое. И мне, в общем-то, я решила поехать. Поехать в Чеченскую Республику. Я жила в станице Луганск, это недалеко от Российской Федерации, но и когда вот в ходе 2014 года, в этот тяжелый период времени, мне вместе с семьей пришлось уезжать, в общем-то, в сторону Российской Федерации. Как бы и ближе, ну и как-то вот роднее было по интересам. Вот. Ну, я сюда приехала, нас как беженцев из Краснодара определили в отель. Мы проживали в отеле, но это было достаточно менее года, по-моему, да, короткий срок был. Ну, а потом уже сами своими силами надо было становиться и начинать свою работу. Деятельность, узакониваться, как я еще раз повторю, то есть получать статус официальный, ну и работать, да. Когда мы уезжали, было достаточно интенсивные боевые действия, были очень сильные обстрелы. Мы уезжали в очень тяжелых таких вот моментах. Очень тяжело нам было выехать, но тем не менее очень сильные были и дороги, состояние дорог, и бомбежки постоянные. Никто не знал, что откуда прилетит, если так говорить простым народным языком. Конечно, мы были рады, что мы попали в совершенно другую ситуацию, более мирные, скажем так, условия. Ну и потом наш путь начался уже ознакомление с Российской Федерацией. Вот здесь, непосредственно в Грозном, здесь помогли и представители ФМС, там отнеслись участливо, то есть документы, определенная программа. Вы думаете вернуться на родину на время, навсегда, или все-таки планируете остаться здесь? Вы знаете, у меня там никого нет. Даже ни жилья, родственники у меня отец с матерью умерли, а одна тетка осталась, она в Луганске. Если увидеть, посмотреть, пообщаться, да, бывшие коллеги по университету, да, но я уже привыкла жить здесь. Нет, увидаться, да, а заново начинать, наверное, уже не получится. Не хочется, мне здесь больше нравится.